Главные новости дня в эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. В Государственном совете торжественно наградили работников различных отраслей. В Сочи на частный дом упал вертолет. Реабилитированные граждане Исакского района получили 1 200 000 рублей на завершение строительства индивидуального жилья. О всем этом смотрите в нашем выпуске. В эксклюзивном интервью для нашего телеканала член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Эскиндер Белялов рассказал об итогах заседания Совета по межнациональным отношениям в Астрахани. Напомним, совещание прошло в понедельник. В нем приняли участие представители различных субъектов Российской Федерации. На повестку дня были вынесены вопросы реализации государственной национальной политики. Тему продолжит Алимека Ибулаева. На Совете по межнациональным отношениям президент Владимир Путин выдвинул на обсуждение актуальные вопросы дальнейшей реализации стратегии государственной национальной политики России. Президент отметил, что реализация стратегии предотвратит экстремизм и терроризм, этнические и религиозные конфликты, разжигание межэтнических и межнациональных розней. Также, по словам Владимира Путина, межнациональные отношения – это тонкая и чувствительная область, поэтому нужны специально подготовленные специалисты. Межнациональные отношения – область очень тонкая и чувствительная. И действовать здесь нужно предельно деликатно и аккуратно. Косность, формальное и бюрократическое отношение к делу не просто недопустимо, но и чревато опасными, а иногда и разрушительными последствиями. Очевидно, что нам нужны профессионально подготовленные, грамотные специалисты в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. И пока, конечно, их явно недостаточно. А потребность в них колоссальная, особенно на религиозном направлении. И здесь нам нужны не только религиозные деятели, но и люди светские, но те, которые разбираются в проблемах и могут донести до всех слоев общества свое понимание того, что в этой сфере происходит, и что достойно нашей поддержки. В ходе заседания с вопросами и предложениями выступили все члены Совета. Среди них Эскиндер Белялов. Он рассказал о межнациональных отношениях в Крыму, а также о насущных проблемах крымско-татарского народа. И на эти вопросы получил ответ от президента. Мой доклад был посвящен, во-первых, чтобы донести до членов Совета свое видение в решении проблем о Крыме именно в плане межнациональных отношений, что связано с депортированными гражданами, с депортированным крымско-татарским народом. Это были вопросы поставлены, которые вот именно животрепещущие наши вопросы. Это справки о реабилитации, о упрощенном гражданстве. Президент сказал, что мы должны решить вопрос с теми людьми, которые приехали в 2014 году, у которых не было гражданства. Я сказал, что этих людей около 5000, и он сказал, давайте мы решим этот вопрос. На этих тоже людей выделены государством средства. Я думаю, после этого, когда мы решим вопрос по этим людям, и мы будем заниматься уже теми людьми, которые будут хотеть переселиться в Крым с других регионов, будем говорить, страны или с других республик. Также на заседании член Совета по межнациональным отношениям Эскиндер Белялов зачитал резолюцию Первого молодежного форума «Вместе», который прошел накануне встречи в Астрахани. Форум был посвящен межнациональным отношениям на полуострове. Напомним, Эскиндер Белялов пообещал участникам форума донести до главы государства резолюцию, одним из пунктов которой был и вопрос топонимики Крыма. Были выделены средства и были организациями именно этого форума, это организация «Инкишаф» и другие молодежные организации. И там было принято ряд таких интересных решений. И в резолюции там были вопросы, связанные именно в плане межнациональных отношений. Как правильно поставить именно в молодежной среде, в межнациональных отношениях разных народностей, которые проживают в Крыму. В ходе зачитывания доклада о ситуации в Крыму Владимир Путин поинтересовался и строительством соборной мечети в Симферополе. После того, как Крым вернулся в Россию,
именно был поставлен вопрос, и я благодарен и главе Республики Аксенову, что он поддержал, и президенту Российской Федерации. И вы знаете, что буквально 28 числа был уже заложен фундамент этой мечети. Я это доложил президенту. В ходе встречи Владимир Путин также поддержал идею создания закона о российской нации. Глава государства предложил подумать над созданием этого закона, после чего представители проживающих на территории России народов и этносов смогут, например, получить привилегии в получении гражданства. По итогам заседания Эскендер Белялов отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин полностью информирован о происходящих событиях в Крыму. Алимия Кайбулаева, Левиза Сидбелялова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Все меры социальной поддержки крымчан будут сохранены в следующем году в полном объеме. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи с министром труда и социальной защиты Крыма Еленой Романовской. На встрече обсуждались вопросы социальных выплат, поддержки льготной категории граждан и вопросы трудоустройства. В Сочи на частный дом упал вертолет. Происшествие произошло в Адлерском районе. В результате крушения 2 человека погибли, еще 4 госпитализированы. По предварительным данным, в вертолете находились туристы из Москвы. В Росавиации сообщили, что командир вертолета, скорее всего, возил платные экскурсии, что является грубейшим нарушением воздушного законодательства для авиации общего назначения. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают 2 основные версии – техническую неисправность вертолета и ошибку пилота. Уволен главный архитектор города Симферополь. Об этом в ходе очередного видеоселектора с главами муниципалитетов сообщил глава республики Сергей Аксенов. Напомним, Эрнест Мавлютов занимал должность главного архитектора Симферополя с апреля 2015 года. Сегодня в Государственном совете Республики Крым состоялось торжественное награждение работников различных отраслей, приуроченное к празднованию Дня народного единства. Подробности знает наш корреспондент Асан Абибулаев. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выступил перед собравшимися с приветственным словом, поблагодарив за неоценимый вклад в развитие республики, а также поздравил всех с наступающим Днем народного единства. Спикер Крымского парламента подчеркнул особенность этого дня для Крыма, вспоминая события 2014 года, когда крымчане в едином порыве проголосовали за воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Для нас, для крымчан, единство мы ассоциируем в том числе и с крымским референдумом, с тем, что произошло. Потому что для нас это произошло единение. Именно в 2014 году мы объединились с Россией. Мы же свой выбор сделали, живем уже 2,5 года в составе Российской Федерации, являемся образцом и примером для многих регионов, как нужно отстаивать последовательно, системно свои права. Гостей мероприятия встречала классическая джазовая музыка. В торжественной обстановке глава Крымского парламента Владимир Константинов наградил работников различных отраслей. Бахчисарайский район. Среди награжденных была и наша соотечественница Ава Азаматова, которая всю свою жизнь посвятила народным танцам. Возвратившись на родину в Крым, она создала народный ансамбль под названием «Авдет», что в переводе с арабского означает «возвращение на родину». Ава Азаматова рада, что работу ансамбля оценили на государственном уровне. Я рада, что на репетицию сейчас я привезу для детей вот этот подарок, что наша культура развивается, что наши дети будут танцевать на уровне с другими танцами народов России и крымско-татарский танец. Тем более, что у нас в обычай входит танцевать на свадьбе. И чем больше я научу детей танцевать, тем лучше. Пока жива культура, жив народ. Напомним, что День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. По случаю праздника в Крыму также пройдет ряд мероприятий. Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Украинские учителя устроили акцию протеста у здания Верховной Рады в Киеве. Собралось несколько тысяч человек. Многие приехали из других регионов страны. Педагоги требуют снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и повышения зарплаты. Участники митинга заявили, что эта акция является предупредительной, и в случае невыполнения их требований пригрозили устроить всеукраинскую забастовку.
В Крыму продолжается прием заявок на предоставление единовременной материальной помощи по программе завершения строительства индивидуального жилого дома. В этом году 1 200 000 рублей было выделено реабилитированным гражданам, проживающим в Сакском районе. Кто и сколько средств получат на завершение строительства, узнаете в нашем сюжете. Семья Нурмамбетовых на протяжении долгих лет ютилась в общежитиях и снимала квартиру. В 2015 году обратилась в администрацию города с целью получения материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома. Согласно распоряжению администрации Сакского района, семье была оказана материальная помощь в размере 80 000 рублей. По словам хозяина дома Сервера Нурмамбетова, на данные средства установили крышу и купили необходимые строительные материалы. Теперь они планируют в течение года переехать в свой дом. На полученные деньги мы заштукатурили дом снутри, снаружи заштукатурили, полностью штукатурку сделали. Окна купили, двери купили. Сейчас вот на отопление покупаем батареи, трубы. Как отметил главный специалист сектора по вопросам межнациональных отношений администрации Сакского района Мустафа Максудов, в этом году на завершение строительства выделено намного больше средств, чем в прошлом. В этом году, Аллах сметите, мы окажем помощь в размере 1 200 000 и освоим 100% бюджетных средств по программе «Материальная помощь депортированным народам Крыма». В этом году планируем оказать помощь 7 гражданам. Арсен Тефиков – отец 3 детей. Многодетная семья тоже снимает квартиру. На данный момент уже проведена проверка комиссии и собраны все необходимые документы. Если получу деньги, сразу на стройматериал пущу. Постараюсь закрыть хоть одну комнату, переселиться в одну комнату пока. А живя здесь, уже добивать дальше. Жительнице села Шелковичное Сакского района Райме Ибрагимовой также будет оказана материальная помощь. Она благодарит всех, кто оказал содействие в улучшении их жилищных условий. Я очень благодарна, что есть такая помощь. Я благодарна Сакской райгосадминистрации, что хотят помочь нашим татарам строиться. Благодарна очень. Спасибо большое. Рассмотрение заявлений граждан осуществляется соответствующей комиссией администрации города Саки, которая определяет строительную готовность индивидуального жилого дома, обследует жилищно-бытовые условия заявителя, определяет объем необходимой материальной помощи и принимает решение о предоставлении или отказе материальной помощи. Султания Ситакаева, Айше Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Мисхоре для детей с нарушением речи организовали концерт «Дари детям радость». Выступали творческие коллективы, которые приехали из разных регионов полуострова. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства социального развития Московской области и главы Республики Крым Сергея Аксенова. По словам заведующего отделом по вопросам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Владимира Миронова, это мероприятие состоялось благодаря содействию Министерства социального развития Московской области, Министерства образования Крыма, а также при помощи казачества Крыма. Пропаганда именно дружбы, именно того мира, в котором дети себя находят, а мы, взрослые, даем первые здесь навыки мировоззрения. Стараемся как-то, может, уделить внимание на те аспекты, которые они, может, в школах или мало получают, или вообще не получают. Воспитатель Ходьковской школы-интерната Татьяна Карпова выразила благодарность Министерству социального развития Московской области и организаторам мероприятия. 52 ребенка впервые приехали в Крым. Они отдохнули, набрались сил и позитивных эмоций. Мы выражаем большую благодарность всем, кто организовал для нас такое замечательное мероприятие, благодаря которому наши дети здесь могли и учиться, и отдыхать, и получать знания. А также я хочу сказать большую благодарность тем, кто организовывает здесь замечательные мероприятия. Здесь постоянно проходят для детей дискотеки, очень познавательные, интересные кинофильмы, очень много встреч с разными творческими коллективами крымскими. По словам одного из организаторов Константина Свиридова, за 21 день санаторного лечения для детей было организовано 3 концерта. Поскольку там среди них есть детки олигофрены, слабослышащие, то есть детки-инвалиды, достаточно большое количество воспитателей. Наша дружба с вот этими детьми тянется уже в течение нескольких, ну, по крайней мере, лет 10-12. Вот. Сейчас вот так получилось, что мы можем сделать им приятное,
подарить детям разность. Долгими аплодисментами дети сопровождали выступление 10-летней Авы Стегяевой, которая приехала из Байдарской долины. Девочка исполнила крымско-татарский танец там-там. Ансамбль бального танца «Грация» исполнил латиноамериканский танец, а аккордеонист Али Бекиров сыграл зажигательную мелодию для гостей. Взрослые вместе с детьми подарили детям праздник, который останется у них в памяти надолго. Также организаторы мероприятия наметили пути дальнейшего сотрудничества в сфере помощи воспитанникам детских социальных учреждений и людям с ограниченными возможностями здоровья. Сабрия Халиляева, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Сегодня в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялось открытие выставки молодых мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Подробности знает наш корреспондент Мухаммед Зикрияев. На выставке были представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполнены студентами и выпускниками Крымского инженерно-педагогического университета, Киевского национального университета культуры и искусств и Симферопольского художественного училища. Искусством занимаюсь с 12 лет. Вдохновляет меня, собственно, вся окружающая среда, мой преподаватель, без кого бы это не было возможно. Картины представлены, посвященные нашему крымскому колориту: Бахчисарай, Дубки, Алупка, Черноморская. Вот у меня 4 работы представлены. Честно говоря, у меня больше портретный жанр. Я больше на этом специализируюсь. Экспозиция состоит из 60 произведений молодых мастеров. Здесь представлены живопись, графика, образцы вышивки, скульптуры и изделия из керамики. Именно гончарным ремеслом где-то около 4-5 лет, вот так вот. А вообще, помимо этого, и рисую, и лепка просто. В детстве вдохновляли фантастические фильмы, а сейчас культура крымских татар. Заведующая отделом искусства Садиха Джемилева отметила, что экспозиция удивляет своим богатством. Вот одна из целей – это, конечно, приобщить внимание общественности, привлечь, и плюс еще реализация творческого потенциала у нашей молодежи. И хотелось бы также отметить, что именно работы сами, они искренние, очень молодость, в них столько позитива, и они нас убеждают не меньше, чем зрелое мастерство. По словам художника Блятифа Сулейманова, выставка интересна не только для жителей Крыма, но и для гостей полуострова. Он поделился творческими замыслами и пожелал музею успехов в реализации интересных проектов. Я начинающий художник-живописец. В принципе, участвую в этой выставке, которая проходит в музее Крымско-Татарском. В Крыму часто отдыхающие покупают море, аюдак, такие, морская тематика. Или же местность того города известная, куда они приехали. Если Евпатория, то это, естественно, там есть церковь Николаевская и море. В Ялте это в основном аюдак, Балаклава – это лодочки, бухта. То есть лодки, рыбаки еще пользуются, скажем так, спросом. И цветочки, пейзаж с цветами красивыми. На мероприятии присутствовали друзья и родственники участников выставки, студенты и выпускники учебных заведений Крыма. По их мнению, экспозиция произведения молодых мастеров изобразительного декоративно-прикладного искусства раскрывает творческий потенциал крымских авторов. Я художник, живописец, дизайнер. Занимаюсь творчеством уже много лет, с детства. В таких выставках уже, наверное, лет 15, наверное, уже активно участвую. Впечатления очень положительные. Мухаммед Зикрияев, Энвер Румшевич, телеканал «Миллет». В Крымско-Татарском культурно-этнографическом центре, который располагается в поселке Зуя Белогорского района, продолжается ремонт. Но одна комната центра уже открыта для посещения. С представленными экспонатами ознакомилась Султания Ситакаева.
В центре представлены более 300 экспонатов, купленных руководителем центра Меметом Кемалетдиновым и подаренных крымско-татарскими семьями. Среди них есть старинные предметы быта и керамические изделия, различные картины, народные костюмы разных периодов времени, книги, дневники и рукописи. Здесь в экспозиции материалов очень много исторического плана. Есть молельные коврики Фатиме Бетаин, есть у нас наши деревни в историческом плане, как отображались, наши мечети. Есть альбомы о сожженных деревнях, информация. Собраны материалы по героике крымских татарах, совершивших подвиг в Великой Отечественной войне. Руководитель Мемет Кемалетдинов отметил, что главная цель центра – это сохранение культурного наследия крымско-татарского народа, работа с подрастающим поколением, знакомство с историей Крыма. В планах Мемета Кемалетдинова создание на базе центра детских кружков, фольклорных и танцевальных групп, а также мобильные выставки культуры крымских татар. Снаряды, тренажеры, штанга или такие вот спортивные снаряды были оснащены. Одна из комнат была оснащена, чтобы здоровая молодежь, не имеет значения какой национальности. Сюда будет в эту комнату заходить любой желающий. Культурно-этнографический центр нуждается в поддержке и помощи для достижения намеченных планов и целей во имя будущего и процветания Крыма. Султанеси Такаева, Энвер Аблязис, телеканал Миллет. Крымская краса, девичья коса. По таким названиям в Ялте состоялся конкурс среди девушек с длинными волосами. Состязания среди крымских Рапунцель прошли в рамках 5-й юбилейной специализированной выставки легкой промышленности «Красная нить» плюс фэшн-шоу. Всю красоту девичьих кос удалось увидеть нашему корреспонденту. Султания Меджид расскажет об этом подробнее. Волосы – одно из главных достоинств женщины. Кроме красоты и очарования, волосы отражают внутреннюю энергетику. Конкурс среди обладательниц длинных волос «Крымская краса, девичья коса» впервые прошел в рамках 5-й юбилейной специализированной выставки легкой промышленности «Красная нить» фэшн-шоу. Организатор деловых программ Зоя Чернышова подробнее рассказала о конкурсе. Решили сделать такой проект, потому что давно известно, что красота женщины и сила ее находится в ее волосах. Поэтому мы решили показать, какие бывают красивые девочки, какие у них шикарные волосы. Вот. Конкурсанток всего 10. Они абсолютно разные, из разных городов, из разных учебных заведений. Все девочки достойны звания лучшей, потому что они все умнички, все красавицы, все с шикарными волосами. Да, то, что мы вот рассматриваем в первую очередь. Поэтому я им всем искренне желаю победы. Вот, и хочу, чтобы, в принципе, и здесь, на нашем конкурсе, и вообще по жизни вот они побеждали. Они были лучшими, были любимыми, красивыми и всегда счастливыми. Обязательным условием конкурса были волосы длиной не менее 40 сантиметров. Для участниц было предусмотрено 3 выхода: визитная карточка, демонстрация дизайнерской одежды и выход в свадебных нарядах. К участию в состязаниях допускались девушки старше 18 лет. Левиза Мазманова по профессии менеджер по работе с юридическими лицами. Она впервые приняла участие в подобном конкурсе. Честно говоря, я вообще в принципе ни на что не рассчитывала, но результатом в целом я довольна. Самое главное это было развить себя в каком-то направлении. Вот. То есть мне это удалось. Я рада. Победительницей конкурса стала 21-летняя Кристина Гуменюк. Она отметила, что такие конкурсы помогают девушкам обрести уверенность в себе. Я заняла 1-е место, и я очень рада, безумно. Всем спасибо за такой конкурс. Эмоции бешеные, не знаю, это превосходно хаотично, но тем не менее опыт хороший в том, что ты себя можешь проявить, показать, как-то развиться как личность, и что любые трудности можно преодолеть. Поддержать участниц пришли их родные и близкие люди. Голосовал за Кристину Гуменюк, она и победила, очень за нее рад. За девочек всех тоже болел. Все прошло отлично, мне очень понравилось. Все девушки были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. В Крыму царит осень. Люди в столице уже одеты в теплые пуховики, а дети наслаждаются длительными прогулками перед морозами. По ночам в Симферополе и в некоторых других городах температура опускается ниже нуля. На полуостров пришли первые заморозки. В Симферополе в начале недели наблюдалась переменная облачность. К концу недели в городе установится солнечная погода, но на термометрах +7, +9 градусов. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, эта неделя будет ясной и без осадков.
5 ноября осадки прекратятся, температура воздуха несколько повысится, но будет где-то 6-11 тепла. А вот уже 6 числа уже начнется активный вынос теплого воздуха, тут уже будет работать Средиземноморье. А Средиземноморье, это, как всегда, это теплые и влажные воздушные массы. Вот. Ну, где-то осадки могут пойти после 8-9 ноября. Вот. Ну, там будем уточнять прогнозами. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, поэтому оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе последних событий. До завтра.